жизни пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, появлялись лжепророки и самозванцы. Среди них были как мужчины, так и женщины. Лжепророки стали духовной опорой идеологии ваххабизма. Им было важно заставить людей поверить якобы в пророческую миссию их рода, поскольку это давало им власть и политическое влияние, которых они не могли добиться на протяжении многих столетий. Именно они поддержали отказ от почитания исламских святынь и самого пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Подрывая веру людей и лишая их надежды на мир, покой и безопасность, течение ваххабизма стало антиисламским. Более того, это движение лишало мусульман уверенности в том, что они сами на истинном пути и их учитель истинный. Политическая история ваххабизма началась с агрессии, борьбы на ослабление централизованного государства. Ваххабисты пошли в наступление, и первой жертвой их натиска и оккупации стал Йемен. Мусульманское население захваченных территорий подвергалось насильственному обращению в ваххабизм. Главное бедствие, которое принесло мусульманскому миру распространение ваххабизма, это раскол в исламском мире. К сожалению, ваххабизм не единственное вредное привнесение в ислам. Есть и другие секты, как, например, хабашизм, радикальный шиизм. История происхождения сект в исламе, так образно говоря, она давнишняя, насчитывает целые века. Дело в том, что еще во времена правления 4-го праведного халифа Али ибн Абу Талиба появилась первая секта хариджитов. Те, которые выступили против халифа, ослушались его. И если в начале это была такая политическая по форме, да, оппозиция, то потом она уже трансформировалась в целую секту с какими-то своими религиозными взглядами и даже попыталась выбрать своего, так сказать, как они говорили, народного в кавычках халифа Ибн Вахбо. История, если сделать такой беглый взгляд на историю арабского мира, вообще исламского мира, то с периодичностью, да, скажем, какое-то количество, там, скажем, 30 лет, 50 лет, 70 лет, появлялись какие-то новые сектантские течения. Часто они были замешаны на почве прихода к власти, где шла борьба за власть над каким-то обществом, над какой-то страной, над каким-то городом, над какой-то группой людей и так далее. То есть по поводу захвата власти. Затем появляется уже такое большое крупное течение шиизм. Это уже после драматических событий 680 года, когда омейядские войска напали на небольшой отряд Хусейна, сына Али и Фатимы, и убили их. Убили Хусейна, и после этого под лозунгом «Месть за Хусейна» появляются некоторые политические лидеры, в том числе и Мухтар. И если это вначале была как бы такая акция возмездия, то опять-таки потом уже начинает оформляться в какую-то религиозную секту и отход от общей линии ислама. Главное же отличие этих радикалов состоит в том, что они верят в то, во что не верят мусульмане, и сомневаются в том, что для верующих несомненно. Ваххабизм отрицает тот путь, по которому шли мусульмане тысячи с лишним лет до его появления. Ваххабисты отрицают также необходимость чтения Корана для умерших, посещения могил пророков, мусульманских святых и религиозных авторитетов мусульманского мира, а также они не признают получение бараката от посещения святынь ислама. Ваххабисты не желают признавать, что проявление уважения к святыням не означает обожествление их. Невозможно также доказать им, что неуважение к истории ислама и тем людям, которые проявили мужество в следовании исламу, худшее из заблуждений. Посещение же могил никогда не считалось грехом. Напротив, этот благородный обряд является для верующих подтверждением их духовной связи между собой и ушедшими поколениями мусульман. Под видом очищения веры ваххабисты учили людей не поклонению Аллаху и уважению пророков, а служению местной власти и деньгам. Свободных людей они обращали в рабство. Одних духовно, других физически. Также разрушали и грабили святыни мусульман во все времена. Под джихадом они понимали лишь разрушение, убийство, кровь, наживу, забывая, что главное – это внутренний джихад, борьба со своими пороками. Ислам несет с собой мир и благоденствие, а не кровь и разрушение. Ислам запрещает беспричинное насилие или насилие в корыстных целях. История ваххабизма – это история политического шантажа, коррупции и обмана, который принуждает в принятии веры в виде радикализма и экстремизма. Ислам запрещает принуждение в принятии веры и утверждает,
что Аллах – единственный Создатель. Он не подобен ничему и никому из созданного, не является телом, существует без места. Ислам запрещает проявление национализма. Перед Аллахом, Создателем всего сущего на земле, равны все народы. Ваххабизм – крайне реакционное, закрытое, сектантское, националистическое и провокационное течение, которое проявляет неуважение к духовной истории человечества. Ислам с уважением относится ко всем пророкам, начиная от Адама, в том числе к Моисею, Иисусу, мир им, до последнего пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «В Неджде появится рог шайтана». Недж – место зарождения идеологии Ибн Абдуль-Вахаба. Под названием Недж понималась восточная часть Аравийского полуострова. Высказывание «рог шайтана» – образное обозначение зла. Известно, что именно население Палестины, Сирии, Иордании, Ливана и Йемена десятилетиями страдают от гражданских войн на религиозной почве. Пока жив ваххабизм, этим странам не быть благополучными. ويبتشوا ويمخك عبير قلبنا ويقوم داخر نيقى مسود إيغان تعبير قلبنا ويمخك نغازة قبل دول أحمد عاش وعبير لنبوش بلشنية طيحة دعبيوش بالغبو إذا دخون راس المسبتانيو مسود إيغان تعا سسال سفيريا إكونوميسكي سفيريا سبورتيا كولتوريا دخوين سفيريا مسو أغورة تعبيس تحنا قوم يقع تحنا الدين يقع تحنا أدمش يقع ستسألنا برئيس خجدين شو يقع قاستن بيش بوتشة تسأل ويقوم استورا تخيلش كيبر أت كيبر ديل إما يتنسى ويبتشع بيركة ويمحك عداوش بالغ تندير وين أرحار شيوخ شو تيشينيش قتيم بول ريليجيوزني تيشينيش بد إيمنم ككويت ريليجي الدين ثاني связаны دوتش الدين خليتر بيع دوتش именно шейца политические цели преследовать яше лилу шил и тайп течение еще войм юш цахилара и воймах ка хиг цахилара и воймах ка хулитаг цахилара да яла да дaqaiqina ду сундер например вайха яче шиизм радикальное направление شو دق شيء إزما مسيت دقيق وشيء مسيت توب نشو ويتقلق تسوي مخكع ويورديش قاعدين يسع شيء إزم تخلا يشيء إيش تخلا نوخشي تسعى نوخشي أهل السنة والجماعة سنة أهل سنيتش خلا شيء إزما إذا شيء خزني يحسن شوها دق يق إستوري يلش دق بقيق أست مش بلش شيء يقع دق بقيق أوس مش بلش شيء زمن جا يقع تمش لهتن غوشي بيئن غوشي هلك بين أقط حيل شو شمتيش كحا طبعا نبريمير عراق يعدوش دوش حال حالاتش أقط تصعبوش بلشنا وخبيش يشي إيش ببوش بويش أتعرى إيش ببوش بويش إيش خزني يحسن شوها طبعا ويقومنا سأيش دول يشن دوش هم نش دوش إن направлению. То же самое, например, ويا حبشيزم حالاتش إذا شيء تعبرد وديتيلو غلش حلق ويالله تاق إثيوبيس ببرئيس خجدينيو وإزول تاعها ليواني وغن تيجاها توبة قيالان تو تيجاها شيء شتاب كوارتيرا يتير أوكرانيا يتير تيجا دع قيولش تيجا قيبة نوختي غوارتا ويارتا أتار نوختي تشوبيتن دي أنا إيميجا تسخيلر إليولي تسخيلر أتار تاني قيواش قيتور بوش بالبالغ بنا خا أيتن دوزيتنا إذا ويمخكحا ستيندو ليولي تردولش دات توجو سامي например قيول شو توبنش من باكستان عيو تبليغ أولش دا ثان تسارة قيقوش دقة دين دو طريقة دو ملغش توبنو أولش دق إدو نتغن وي دين طريقة وي مخكا قية شاك قيق ديتا حشتو خرير وي إز وي وياش إقيقوش داتعا وي مخكا إداتعا يا وي مخكا ديرغن نيسا دوش قيوين شويا نيسو يلعر سنديرة وينا خارت سيجم هتويتي تسويش وين نيس ديك وي بوغا دولش خلشة نيس ديك دح أو بوغشة أرحار شو داش دوش دول تعلق سعامة تسويش وين نيس ديك وي بوغا دولش دو أسنوغا وي بوغا يولشو إذا وي أولا إن يقبو تسئن قرآن تسأ ليلسلون غلسون وي بايغمر سنة تسأبوغش بوغش. Ислам – это путь пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и его последователей.
Его придерживаются мусульмане всего мира, их миллионы.